Утопающий человек выглядит не так, как мы привыкли видеть его в фильмах. Чаще всего он не способен позвать на помощь. Поэтому отдыхать на несанкционированных пляжах не рекомендуют спасатели. Обсудим безопасность на воде прямо сейчас в программе интервью. Сегодня вместе с нами Альберт Абдрашитов, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Башкортостану. Альберт Рашитович, здравствуйте. Здравствуйте. Что говорит статистика в Башкортостане? Как выглядит вот начало лета, да, начало купального сезона? И действительно ли утопающий человек, он не способен позвать на помощь? Да, к сожалению, сейчас у нас горячая пора. Давно начался купальный сезон с учетом нашей погоды. И в настоящее время, к сожалению, у нас 29 погибших, которые утонули именно в тех несанкционированных местах, где не было ни спасателей, ни оборудованных пляжах, то есть не было обследовано дна. Люди шли на водоемы и оставались один на один с водой. Хочу сказать, что в этой статистике есть 10 детей, к сожалению, и это очень плачевно, и что больше, к сожалению, чем в прошлом году. Дети, как правило, остаются без присмотра. Сейчас каникулы. Портрет этого ребенка, который утонул, такой, что это, как правило, подростки в 14-15 лет, которые, уже мы понимаем, что они хотят быть самостоятельными, уходят от родителей, пытаются стать взрослыми, и группой товарищей идут на водоемы, где, соответственно, они резвятся, пытаются заплывать на дальние расстояния, кто дальше переплывет. Соответственно, не справляются с течением, с теми водными условиями, в которых они находятся, и происходят трагические случаи. К сожалению, товарищи, находящиеся рядом, не могут спасти вовремя и прийти на помощь. И мы констатируем такие факты. Альберт Рашитович, чаще всего что становится причинами трагедий? Причиной трагедии – это, естественно, люди купаются в необорудованных местах. Люди, если брать это взрослые люди, это мужчины, как правило, находятся в компании, выпивают. И в нетрезвом состоянии также идут в воду, не рассчитывая свои силы, также заплывают на дальние расстояния, и, соответственно, мы констатируем эти факты гибели. Каким образом алкоголь влияет на организм человека, и когда он заходит в воду, что происходит? Понятно, что алкоголь, он движет на подвиги людей. Люди пытаются бахвальствоваться, пытаются показать, что они могут плыть, но тем не менее он влияет очень отрицательно, сковывает движение в дальнейшем, человек быстро устает, дыхание, и человек, доплыв в одну сторону, как правило, не может доплыть в обратную, потому что и судороги бывают, и, соответственно, он, в общем, теряет ориентацию, то есть все свои силы. Альберт Рашитович, вы уже отметили отличие несанкционированных пляжей от тех, где находятся спасатели. Вы сказали, что там проводится обследование дна. Что еще отличает, да, какие характеристики? В этом году была очень большая работа проведена Центром ГИМС, инспекторами Центра ГИМС, и мы открыли 101 пляж. Допуском таких пляжей является обязательное водолазное обследование дна, обязательное оборудование, то есть буйками соответствующего сертифицированного производства. Обязательно должны быть установлены также барьеры для детей в том месте, где они могут купаться. Это очищенный берег, дальше это стенды информационные, это обязательно спасательный пост, он может быть на воде находиться, может быть на берегу, то есть видом на весь пляж, чтобы они могли в любое время прийти на помощь. Вот эти основные признаки пляжа, которые допущены. На санкционированных пляжах этого нету, все должны это понимать. Есть ли статистика по спасенным и сколько человек удалось спасти? Спасательными службами в целом, то есть они не только есть в МЧС, они спасательные службы, специально созданы для спасения людей на водных объектах, да, в республике. Общими усилиями в этом году было спасено более 80 человек. Но я скажу так, что все случаи спасения, они не входят в данную статистику, потому что различные случаи бывают. Можно сказать, как что, допустим, уплыли на матрасе надувном, да, и в то же время их успели, спасатели к берегу оттащить. Бывают случаи более тяжкие, когда непосредственно уже человек тонет в воде, и тоже это случай спасения.
Хочу сказать, что спасение бывает не только спасательными службами, но и рядовыми гражданами. И о таких случаях зачастую бывает неизвестно, кроме как из средств массовой информации, опять-таки же, очевидцам, если были направлены как информационные сообщения в виде WhatsApp, да, или там каким-то другим способом, только тогда мы можем узнавать о тех героях, которые оказались в нужном месте и, значит, рассчитали свои силы и спасли, то есть оказали какую-то помощь. То есть такая статистика в целом, я бы сказал, что она хоть и ведется, но она, наверное, не полная. Вы уже отметили, что профилактические меры очень важны, да? Что предпринимает МЧС для того, чтобы предотвратить трагедии на воде? Сразу хочу отметить, что профилактические меры, они ведутся круглый год. То есть это не обязательно в данный период, в который мы проводим мероприятия. Они изначально и в январе, феврале инспекторами центра ГИМС, пожарными частями, да, мы проводим профилактические мероприятия в школах, проводим занятия с детьми, говорим о том, как себя вести на воде в любое время года, зимой, летом, когда тонкий лед, весной и осенью. Такие мероприятия, они проводятся, я говорю, уже достаточно заблаговременно. Кроме этого, вот в настоящее время мы в выходные дни, в ежедневном режиме проводим совместные профилактические мероприятия, рейды с участием пожарных частей, с участием инспекторов центра ГИМС, с участием представителей муниципальных образований, администрации районов, с участием полиции. То есть в тех местах, где люди выходят на несанкционированные пляжи. То есть там, где, как правило, это места массового выхода людей, на тех водоемах, где нет на сегодняшний день пляжей. Соответственно, мы проводим какую работу? Проводятся беседы, раздаются листовки, памятки о том, как необходимо вести, в каких местах необходимо плавать и как себя вести в этом случае. Мы выявляем места такие массового выхода людей. Таких у нас более 500 мест. Мы также беседуем и с родителями, и с детьми, и говорим о том, что как себя вести, что нельзя купаться там, где выставлены аншлаги, запрещающие это купание. Как правило, аншлаги выставляются там, где произошла уже гибель людей, и людей должно это настораживать. Некоторые не принимают во внимание это и все равно как бы идут на свой страх и риск. Много ли происшествий вместе с маломерными судами, да, есть ли пострадавшие, что вот здесь происходит в этой сфере, и какие рекомендации вы можете дать собственникам катеров, яхт, лодок? К сожалению, в этом году уже произошел один такой несчастный случай, происшествие с маломерным судном на Нугушском водохранилище. Ну, понятно, что на данном Нугушском водохранилище не запрещено ни купаться, ни использовать маломерные суда, но тем не менее такой трагический случай произошел с гибелью. Со стороны, здесь могу констатировать, что возбуждено уголовное дело, и следственным органом прокуратуры ведется оно. Да? То есть хочу сказать, что пользоваться маломерными судами необходимо на зарегистрированном судне, со спасательными жилетами, и непосредственно следить за водной обстановкой во время движения маломерного судна на воде. Значит, использовать ту скорость, которая необходима в данном месте, потому что это и волны бывают, и бывает вода нечистая, да, то есть видны, особой видимости нету. Поэтому здесь необходимо управлять только тем человеком, который имеет право управления данным маломерным судном в обязательном порядке, которое прошло техническое освидетельствование, то есть оно исправно. Вот эти те требования, которые необходимы именно для судовладельца. Также они не должны использовать маломерное судно в районах, где много купающихся людей. То есть это на пляжах запрещено использование. Это в тех местах, где действительно люди купаются, тоже запрещено. Но необходимо обходить стороной такие места. Вот такие требования и пожелания для владельцев маломерных судов. Ну, статистика говорит о том, что больше всего трагедий происходит именно с людьми, которые самостоятельно купаются. Если увидели утопающего человека, тонущего человека, какие рекомендации вы можете дать людям, как спасти? Да, люди именно тонут в тех местах, где нет спасателей, но есть очевидцы. И в таком случае очевидцу, если у него должно быть время подумать, как себя дальше вести. То есть здесь не значит, что надо немедленно бросаться в воду, да, то есть тоже можно не рассчитать свои силы
и повлечет другое происшествие, другую гибель. Необходимо набрать 112. То есть это номер службы спасения, первый момент. Дальше, если он не один на берегу, необходимо определиться с людьми, как организовать помощь утопающему, посмотреть, если вблизи находится на берегу там, у кого-то, используются какие-то предметы, как детские, допустим, круги, да, плавательные, жилеты, длинная веревка может быть и так далее. То есть, может, плавсредства находятся не поблизости. То есть необходимо посмотреть сначала, есть ли те средства спасения, которыми можно было бы с ними воспользоваться. Кроме этого, те люди, которые достаточно уверены в себе, допустим, умеют плавать, они тоже должны знать, что это на берегу легко рассуждать, как он может сейчас доплыть и спасти. На самом деле в водной среде совершенно происходит все по-другому. Необходимо заплывать к такому пострадавшему со стороны спины, чтобы тот не смог зацепиться своими руками и также потянуть его за собой. Рассчитать силы, опять же, да, для того, чтобы доплыть до него, посмотреть течение и так далее. То есть все тут нюансы и, как правило, служба спасения, то есть там, кто работает, они умеют спасать людей. Люди же, которые этим не занимаются, они, к сожалению, не готовы. Как правило, получается, что не могут спасти. Зачастую могу сказать, что даже родители, находясь с детьми рядом, да, буквально 3-4 метра находятся от берега. И, казалось бы, это небольшое расстояние для того, чтобы могли оказать помощь. Но, тем не менее, даже на таких расстояниях не могут успеть прийти вовремя, да, и спасти своего ребенка или другого человека. Спасибо за ваши рекомендации. Надеемся, что жители республики, которые посмотрели нашу программу, обязательно примут к сведению всю информацию, которую вы озвучили. Спасибо большое. Альберт Абдрашитов, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Башкортостану, был гостем программы «Интервью». И сегодня мы обсуждали безопасность на воде. Берегите себя. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.